В эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Более 30 триллионов рублей планируется вложить в развитие арктической зоны России в ближайшие 10 лет. В чем выгода Якутии? Завершила работу очередное пленарное заседание Госсобрания. В течение 2 дней народные депутаты рассмотрели 65 вопросов. За последние сутки в Якутии зафиксировано 6 новых лесных пожаров. Расскажем, где именно. В Нерюнгринском районе стартовала масштабная программа международного национального праздника Бакалдын. Продолжается республиканская спартакиада по адаптивным видам спорта джулур. Сегодня спортсмены вышли к теннисным столам. Более 30 триллионов рублей планируется вложить в развитие арктической зоны России в ближайшие 10 лет. Комплексный проект развития Арктики и трансарктического транспортного коридора поручено представить до 31 августа 2026 года. Со слов экспертов, программа опирается на развитие уже известных месторождений, транспортных коридоров и промышленных проектов. Для Якутии выгода заключается в диверсификации экономики. Сегодня регион ассоциируется с добычей алмазов и золота, а новые проекты позволяют сформировать дополнительные точки роста в сфере редких металлов, энергетики, авиации и международной логистики. Такие проекты стимулируют развитие социальной инфраструктуры, транспорта и энергетики, что особенно важно для удаленных арктических территорий. На заседании коллегии Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики в Москве подвели итоги реализации госпрограмм и определили приоритеты дальнейшего развития макрорегиона. Дальний Восток по росту инвестиций, промышленному производству и строительству жилья опережает среднероссийские темпы почти на треть. С 2015 по 2025 годы благодаря механизмам господдержки на Дальнем Востоке и в Арктике реализованы инвестиционные проекты на 6 триллионов 6 миллионов рублей. Создано более 1300 предприятий и почти 193 тысяч рабочих мест. Глава Якутии Сен Николаев провел заседание Республиканской комиссии «Вместе к победе», на котором рассмотрели вопросы дополнительного оснащения участников спецоперации. По заявкам военных через территориальные опорные пункты продолжается передача технологического оборудования якутского производства. В зону проведения СВО направляются комплексы радиоэлектронной борьбы «Ворон», многофункциональные наземные платформы Як-14, дроны «Камикадзе» и FPV-дроны. Параллельно ведется сбор и доставка адресных посылок, гуманитарных грузов и автотранспорта. С начала 2026 года организован 34 рейса, в ходе которых перевезено 195,5 тонны гуманитарной помощи и адресных посылок, а также доставлена 91 единица транспортных средств для нужд военнослужащих. Сегодня завершило работу очередное пленарное заседание Государственного собрания. В течение 2 дней народные депутаты рассмотрели 65 вопросов. Центральным событием сессии стало обсуждение и утверждение отчета главы Якутии о результатах деятельности правительства региона за прошлый год. Парламентарии приняли законы об исполнении государственного бюджета Якутии и бюджета территориального фонда ОМС за прошлый год, а также скорректировали параметры стратегии социально-экономического развития республики до 1932 года с целевым видением до 1950 года. Кроме того, народные депутаты утвердили пакет законов, направленных на расширение мер социальной поддержки населения, регулирование льготных тарифов ЖКХ, развитие агропромышленного комплекса и совершенствование системы местного самоуправления. Наиболее такой острой дискуссии вызвал вопрос по отчету приватизации государственного имущества за 2025 год. Депутаты высказали позицию, что в условиях бюджетного дефицита, который республика сегодня испытывает, конечно, более эффективно нужно использовать государственное имущество. Это в части предоставления аренды, в части получения дополнительных доходов от продажи этого государственного имущества, потому что та сумма, которую мы получили, она совершенно нас не удовлетворяет. И об этом были высказаны отдельные предложения от народных депутатов. В социально-экономическое положение Алданского района погрузилась депутат Госдумы России Галина Аданчикова. Она посетила Южную Якутию с рабочим визитом. Какие вопросы рассмотрели и что занесли в протокол, расскажет Руслан Павлов.
Сегодня Алданский район считается одним из лидеров республики по макроэкономическим показателям. Однако поселения вынуждены искать выход из финансового тупика по ряду социальных программ и бюджетных статей. Самодостаточность привела к снижению уровня региональных субвенций и дотаций. Мероприятия по оптимизациям и сокращению расходов исчерпали себя, а средств на выживание все равно не хватает. Сложилась такая ситуация, вот и опять же говорю, это причина в том, что ключевой доходный потенциал Алдан и Куранах, которые не являются получателями дотации. У нас обеспеченность поселений – это город Тамот, поселок Ленинский, Белецкий, Анаминский и Чигдинский наследие, в принципе, обеспечены только на 70%. Это если сравнивать с 2025 годом. Финансовые тучи сгустились над рядом спортивных и культурных объектов как местного, так и республиканского подчинения. Как заявляют власти района, в министерствах ставят вопрос о закрытии республиканских объектов. Но все это меркнет перед заоблачными долгами перед поставщиками МУП теплоэнергосервиса, который отважно отстоял свой первый отопительный сезон, но вторая зима может привести к серьезным последствиям, потому что региональный бюджет не выполнил свои обещания по субсидированию. В целом по ГУПу ЖКХ вопрос в том, что когда вы принимали это хозяйство, то у вас был норм. С чистого листа. Да, вы взяли с чистого листа. Есть у нас проблемы там, где не с чистого листа у коллег, а у вас было с чистого листа. Но на того сегодня получилось, что у вас долги на миллиард. Да, из-за И дальше они недоплат еще будут субсидий. больше, а дальше у вас еще и проблемы с тем, что вам необходимо подготовиться к зиме. Какое-то есть предложение, каким образом? Если бы вовремя выплачивали субсидии, проблем бы таких не было. У нас была договоренность, что они нам будут субсидии отдавать. Ну вот в этом вопрос, что... Да. На совещаниях, которые провела Галина Данчикова, обсудили еще много болевых моментов, как социального, так и экономического характера. Власти района и поселений попросили поддержку у депутата Госдумы в решении обозначенных проблем, дабы не допустить социального напряжения и чрезвычайных ситуаций в грядущем отопительном сезоне. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. За последние сутки в Якутии зафиксировано 6 новых лесных пожаров, общая площадь которых составила 437 гектаров. Возгорания были обнаружены в Мирнинском, Алданском, Татинском, Хагалахском, Усть-Алданском районах и на территории Якутска. По состоянию на утро 18 июня в республике действует 16 лесных пожаров. 3 из них уже локализованы, а 4 находятся в зоне контроля из-за сложной доступности местности. В ликвидации последствий участвуют 417 человек, 19 единиц наземной техники. Особо противопожарный режим действует на территориях Кобяйского, Ленского, Момского, Среднеколымского, Татинского, Венебо-Тантайского и Нерюнгринских районов. Режим ЧС в лесах продолжает действовать на территории Ленского района. Отмечу, что сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется на территории Ленского района и Нерюнгринского в связи с действием крупных лесных пожаров. Отмечу, что на территорию Ленского района зашли дождевые осадки. К сожалению, из-за них мы не можем осмотреть полностью пожары, но РТП докладывает, что обстановка на пожарах стабилизировалась. Высокотехнологичная экстренная хирургия сегодня занимает ключевое место в современной медицине и требует от врачей максимальной точности и оперативности. В республиканской больнице номер 2 Центре экстренной медицинской помощи такие задачи решаются ежедневно в круглосуточном режиме. Одно из ведущих подразделений учреждения – хирургическое отделение номер 1, которое в этом году отмечает 25 лет работы в составе больницы. О том, как сегодня организована работа отделения и какие современные технологии используют врачи, в следующем сюжете. Полная концентрация и точнейшая, почти ювелирная работа. Хирурги республиканской больницы номер 2 проводят операцию на сонной артерии. Задача – восстановить нормальный кровоток и предотвратить развитие опасных осложнений. На базе хирургического отделения номер 1 с прошлого года, с 1 июня, открыты 15 сосудистых коек. За прошедший период выполнено порядка 400 операций на сосудистой системе. Из них где-то около 150 операций на сосудах брахиоцефальных артерий. То есть это сонные артерии, позвоночные артерии. Такие операции они дают возможность в будущем избежать инсульта.
Подобные высокотехнологичные вмешательства сегодня являются частью повседневной работы отделения. Ежегодно здесь выполняет около 2000 операций, включая сложные, экстренные и сосудистые вмешательства. Проводим очень большое количество операций. Сейчас у нас в отделении 60 коек, из них 15 коек сердечно-сосудистой хирургии. В год проводится до 2000 операций. Лечится тоже порядка 2000 пациентов за год. Активно внедряем менее-инвазивные операции. За последние 10 лет у нас уже больше половины операций проводится только лапароскопическим доступом. За 25 лет работы в составе республиканской больницы номер 2 здесь спасены десятки тысяч жизней и проведено более 50 тысяч операций. Сегодня в отделении работает 27 врачей, 26 медсестер и 19 сотрудников младшего медперсонала. Каждый день они продолжают главную миссию хирургической службы – спасать жизни и возвращать пациентам здоровье. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. С 24 июня по 14 июля Якутия встретит третьи международные интеллектуальные игры. Более 600 школьников из 14 стран и многих регионов России станут участниками масштабного события. В этом году состязания пройдут в гибридном формате, что позволит присоединиться к играм представителям зарубежья. В очном формате сойдутся 260 детей. Среди них 14 участников из Китайской Народной Республики и Пакистана. Свыше 60 школьников прибудут из других регионов нашей страны. Мне кажется, это очень важно, показывать всему миру нашу открытость и того, что Якутия делает ставку на развитие человеческого капитала, на образование и науку. Потому что профориентация должна уже идти, мне кажется, со школьных лет. Вот у нас, допустим, завтра выездное заседание Российской академии наук будет, тоже будем обсуждать развитие науки. И вот, мне кажется, это прям два связанных мероприятия. И мы очень рады, что Якутия в очередной раз становится вот таким центром международных игр. Программа соревнований построена таким образом, что школьники помимо основных интеллектуальных соревнований могут посетить международную исследовательскую школу. Она состоится 3 и 4 июля. Со 2 по 5 июля пройдет 33-я международная олимпиада школьников Туймада, которая охватит математику, физику, химию и информатику. Параллельно с основной программой пройдет медиашкола от детского издательства «Кескил». Не забыли организаторы и про педагогов. Для них будет организован образовательный салон «Территория успеха». В Нерюнгринском районе стартовала масштабная программа международного национального праздника Бакалдын. Впереди 3 насыщенных дня, которые станут настоящей летописью живого наследия эвенкийского народа. В программе глубокие дискуссии, творческие площадки, обряды и встречи. Первый день уже подарил участникам важные смыслы. С подробностями наш корреспондент Екатерина Павлова. На торжество стекаются делегации из самых разных уголков России, а также гости из других стран, которых объединяет интерес к самобытной культуре эвенкийского народа и стремление к межкультурному обмену. Это традиционный праздник, да? Бакалдын – это встреча. Может быть, для многих это покажется странным, но это встреча Нового года. Праздник души и наверное, связанный с той же жизнью традиционной, да? Чем-то поделиться, что-то сделать. Обменяться, кстати, племенными оленями, чтобы кровосмешения не было. За этим тоже надо было следить. Так что целей много у этого праздника. Ну и, конечно, это встречи, это душевные разговоры. Важным пунктом программы первого дня стало открытие второго молодежного суглана «Эвенков России». Суглан – это не просто собрание, это голос молодого поколения, площадка для смелых идей и совместных решений, где звучит живая речь на родном языке, где молодежь берет на себя ответственность за сохранение культурного наследия. Здесь рождается диалог между опытом старших и энергией юных. Я на самом деле впервые на Бакалдыне. Честно говоря, у нас такого праздника как-то не было. У нас Мучун празднуется, конкретно в Красноярском крае, в Эвенкии. А конкретно мы проводим именно молодежный суглан Эвенков. Он посвящен у нас традиционным ценностям. Это семья, да, как основа всего, как основа сохранения языка и передача традиций. Старт работе дала пленарная дискуссия «Эвенкийская семья. Традиции, воспитание, уважение, преемственность поколений». Сегодня сохранение культуры и традиционных ценностей наших народов, они сталкиваются с вызовами, связанными с глобализацией, да, со сложной международной обстановкой, которая вокруг нас, и
социально-экономическим развитием северных территорий, развития Арктики. И поэтому сохранение именно традиционной семьи имеет очень важное значение для объединения наших народов, потому что в единстве наша сила. Да, и когда у нас будут крепкие традиционные семьи с традиционными ценностями, и страна наша сильнее будет. Весь день в рамках Суглана будет насыщен содержательными обсуждениями. Участников ждут 2 круглых стола, каждый из которых затрагивает важные темы традиций семьи и сохранения родного языка. Завершит насыщенную деловую программу первого дня проектная сессия «Практические шаги по сохранению эвенкийских семейных ценностей». Площадки первого дня праздника – это пространство для действий, где идеи превращаются в планы, а планы – в реальные проекты. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. 110 лет со дня рождения дирижера Галины Кривошапко отметили в Якутске. Дату отпраздновали гала-концертом. Он объединил симфонический оркестр и хор, а также ансамбль «Виртуозы Якутии». На музыкальном вечере побывала наша съемочная группа. Мог ли кто-то представить, что у народа 2 столетия назад, не обладавшего своей письменностью, будет академическая музыка? А она есть, и как она звучит. Услышать произведение композиторов земли Аланхо мы не смогли бы без Галины Кривошапко, первой женщины-дирижера республики. И хотя маэстро не коренная якутянка, за национальную культуру она болела всей душой. Она была первым исполнителем музыки якутских композиторов. И эту ветвь мы тоже продолжаем, музыканты 21 века. Поэтому она нам оставила большое дело, которое надо продолжать дальше. Благодарные потомки вдохнули жизнь в полузабытые партитуры. Этому-то и посвящен проект «Вернуть наследие». К 110-летию Галины Михайловны филармония по кусочкам восстановила и оцифровала 10 произведений, вышедших из-под пера якутских авторов. Каждый из них, конечно, о родной земле. Возродившиеся композиции представили в залах Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Реакция на нее, она была такая очень яркая, искренняя, да, причем у такой избалованной московской, петербургской публики, которая, тем не менее, все равно пришли на сочинение неизвестных композиторов. Все-таки мы, мало кто, да, в наших регионах, в Петербурге, Москве знает имена якутских композиторов, но это было для них такое настоящее открытие. У меня тоже очень положительные, яркие впечатления от этой музыки. Я считаю, что это музыка, которая должна звучать и не только в Якутии, и вам есть чем гордиться, на самом деле. Последний завершающий концерт проекта дали в Якутске. Помимо сочинений наших композиторов, оркестр исполнил произведения из репертуара Галины Михайловны – мировые шедевры. В холле Сахатеатра выставка «Музыка помнит» знакомила зрителей с биографией Кривошапко. Тем более, что знакомить есть с чем. Творческая жизнь дирижера была очень насыщенной. Она была великой артисткой. Она тут же преображалась, когда на нее смотрела камера, когда у нее перед ней был микрофон. И поэтому все это воспринималось прямо как будто никаких проблем. Но любая трудность кажется незначительной, если ты служишь высокому и вечному искусству. Ржана Гармаева, Артумен Наговицын, Якутск. К другим темам. Якутский спортсмен Павел Васильев стал победителем первенства России по боксу среди юниоров до 22 лет. В финальном поединке, состоявшемся 12 июня в Краснодаре, боксер из Усть-Алданского улуса одержал победу над Иваном Курбачевым из Забайкальского края со счетом 5-0 в весовой категории до 48 килограммов. Другой представитель сборной Якутии Руслан Никитин завоевал серебряную медаль в весовой категории до 63,5 килограммов, уступив в финале мастеру спорта международного класса Егору Казарезову из Новосибирска. Всего в соревнованиях приняли участие 10 юношей и 3 девушки из республики. Сегодня призеров с успешным выступлением поздравил министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов.
Боксом занимаюсь больше 10 лет. Соревнования прошли на хорошем уровне, заняли первое место. Подготовка тоже прошла хорошая в руководстве старших тренеров по молодежке Егорова Николая Михайловича и личного тренера Иванова Илья Петровича. Вышел уверенно, поэтому таких неожиданных ничего не получилось. Все было, как хотел. В сентябре, ноябре первенство мира и первенство Европы должно быть. Там готовились сейчас. В Якутске продолжается республиканская спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур». Около 100 спортсменов из разных районов Якутии сегодня вышли к теннисным столам. В соревнованиях участвуют представители Нюрбинского, Жиганского, Амгинского, Нюрнгринского и других районов республики. Все подробности далее. За игровыми столами важны не только техника и реакция, но и умение сохранять концентрацию до последнего розыгрыша. Среди участников член сборной Нюрбинского района Марк Васильев. Настольным теннисом он занимается более 20 лет и считается одним из самых опытных спортсменов в своей категории. Мои соперники, я давно всех знаю, мы всегда занимаемся, всегда играем. Я всех уважаю, они очень хорошие, даже по телевизору даже хорошие. И все вместе как бы одинаково играем, в одинаковом стиле. Побеждает, кто более подготовленный или кто удачный. Для многих участников спартакиады – это возможность не только побороться за медали, но и встретиться с давними друзьями и соперниками. В составе сборной Нерюнгринского района выступает Надежда Отдушина. В настольный теннис она пришла уже во взрослом возрасте. Однако за годы тренировок спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Я в Нерюнгри занимаюсь 10 лет, в Тампонском Волосе тоже 10 занималась. 46 лет я начала заниматься. Но мне очень нравится теннис, эмоции зашкаливают, адреналин вкушаю. Все на эмоциях, то на адреналине, все это вкушается хорошо. Пусть победит сильнейший. За ходом соревнований следит судейская коллегия. Перед началом спартакиады специалисты прошли повышение квалификации, где эксперты из Москвы напомнили актуальные требования к проведению соревнований по адаптивным видам спорта. Спортсмены, тем больше они готовились. Я хвалю. Это же все-таки инвалиды всякие бывают, всякие диагнозы, но они не унываются и движением живут. Победителей турнира определят по итогам всех игровых встреч. Но, как отмечают сами участники, главная ценность спартакиады – возможность заниматься любимым видом спорта и ежегодно встречаться на одной площадке с единомышленниками со всей республики. Даяна Федорова, Нюргун Старостин, Якутск. В Мирном состоялось яркое событие, направленное на популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Соревнования по плаванию «Выбираем жизнь». Все подробности у наших коллег. Водные баталии прошли в дружеской, но в то же время напряженной атмосфере. Команды с энтузиазмом выполняли задания, демонстрируя силу, ловкость и, конечно же, отличное настроение. Смех, брызги и поддержка болельщиков давали неповторимую атмосферу праздника и спорта. Такое мероприятие помогает больше внедрить спорта в жизнь детей, также отвлечь их от вредных привычек и привить им полезные привычки. Эстафеты у нас командные, в которых ребята передвигаются по 25 метров с нудлами, гантелями, досточками, различными видами плавания на спине, баттерфляй, кроль. Мы смешиваем упражнения, чтобы деткам было интересно развлечься, отвлечься немножко от монотонной, тяжелой физической работы, которую они выполняли целый год. В соревнованиях участвовали как и кандидаты в мастера спорта, так и начинающие пловцы. Проводя время на спортивных площадках, участвуя в соревнованиях, ребята не только улучшили свою физическую форму, но и получили бесценный жизненный опыт, учась преодолевать трудности и радуясь общим победам. Все хорошо плавают. С гантелями сложно было. Все в принципе.
Город Мирный еще раз подтвердил свою приверженность идеям здорового образа жизни, показав, что спорт и активный отдых – это эффективный щит против любых пагубных привычек. Инициативы, подобные «Выбираем жизнь», помогают строить будущее, свободное от наркотиков, где каждый ребенок имеет возможность реализовать свой потенциал. Анна Васильева, Мирный. Так и мы видели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.